Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов и Юлия Великодная. Смотрите в этом выпуске. Объем работ предстоит колоссальный. Президент России сказал это, запуская Верхнемунское месторождение по видеосвязи из Кремля. Какие связаны ожидания с этим масштабным проектом? Защита природы – приоритет. Прокуратура Ленского района проверила Чияндинское месторождение по части экологии. Какие обнаружили нарушения? Кто виноват и что делать? Жители 203-го микрорайона Якутска боятся, что их детям не хватит мест в будущей школе. Новое здание там строят, но хотят его передать АИКГТ. Есть ли выход из этой ситуации? Сегодня Всемирный день городов, когда Якутск подписал первый договор о побратимских отношениях и с какими городами столицы Якутии тесно дружит сегодня. Воры-скалолазы в Нерюнгринском районе пойдут под суд. Мужчины, 2 года совершавшие разные кражи с помощью скалолазного снаряжения. Символ города у всех на виду. В Ленске элемент герба установили в виде фигур в честь дня рождения города. Верхнемунское алмазное месторождение запущено. Участие в церемонии принял президент России по видеосвязи из Москвы. Месторождение расположено в Оленёкском районе в 170 километрах от Удачнинского горно-обогатительного комбината «Алроса». По проекту производительность этого месторождения составит 3 миллиона тонн руды в год со сроком отработки до 2042 года. Из бюджета в этот проект вложили 5 миллиардов рублей, а получено будет около 180 миллиардов. И половина этих денег пойдет в бюджет Якутии. Кроме того, месторождение позволит создать более 800 новых рабочих мест. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите запустить Верхнемунское месторождение в промышленную эксплуатацию и осуществить первый промышленный взрыв. Начинайте. Поздравляю вас и желаю вам успехов. Вам и всем работникам вашей компании. Глава государства поздравил всех участников мероприятий с началом эксплуатации алмазного месторождения. Впереди предстоит большая работа, но и сделано уже немало, отметил Владимир Путин. Верхнемунское месторождение закрепит позицию «Алросы» как лидера в сфере алмазодобычи на мировом рынке, заявил президент страны. Очень важное мероприятие не только для компании, но и для Якутии, для всего Дальнего Востока, да и для России в целом. Верхнемунское месторождение является градообразующим для находящегося рядом ГОКа и одноименного города. Безусловно, это гарантирует новые рабочие места, будет способствовать отчислениям во все уровни бюджета, в том числе в бюджете Якутии. Но одно из важнейших направлений при реализации проектов подобного рода – это, конечно, сохранение природы. И необходимо, знаю, что, конечно, проведены экспертизы все, но тем не менее в процессе эксплуатации прошу обратить на это обстоятельство особое внимание. Так же, как и на вопросы охраны здоровья, охраны труда всех, кто работает и будет в будущем работать на этом предприятии. Это работа до 2040-42 года. ГОП называется Удачнинский, а город, который вовлечен в этот проект, город Удачный. Название какое хорошее. Надеюсь, что и вся работа у вас будет удачно складываться. Переходим к другим, не менее важным темам. Предварительные расчеты ущерба от загрязнения по рекам Малая Батобуя и Ирелях озвучил глава республики Айсан Николаев. Таким образом, урон, нанесенный этим летом Малой Батобуе, составил 4 миллиарда 67 миллионов рублей. Реке Ирелях 11 миллионов 190 тысяч рублей. Что касается реки Вилюй, отметил глава Якутии, ущерб может составить не 1,1 миллиарда рублей.
Айсан Николаев дал поручение Министерству экологии республики обратиться в арбитражный суд по вопросу возмещения ущерба. За экологической безопасностью следят надзорные органы в других районах республики. Прокуратура Ленского района совместно с Комитетом охраны природы побывала на Чаендинском месторождении и провела там проверку. Выявила ли комиссия нарушения экологического законодательства, Юлия? Да, к сожалению, без этого не обошлось. Самое вопиющее, что озеро отходов в карьере, куда подрядные организации сливали сточные воды. Какие санкции к ним применены и покрывают ли штрафы размер нанесенного ущерба, расскажет Вячеслав Пилипенко. Экологически чистая окружающая среда в нашей стране охраняется законом, и нарушать его нельзя никому. Но в числе предприятий, работающих на территории Ленского района, есть нарушители требований законодательства. Сотрудники прокуратуры в ходе проверки Чаендинского месторождения убедились в этом своими глазами. В ходе проверки со стороны организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Чаендинского месторождения, выявлены следующие нарушения, а именно порча земли со стороны данных организаций. Кроме того, ярким примером нарушения такого вопиющего являлось то, что был обнаружен карьер под номером 2-3, принадлежащий одной из организаций, и в него сливали сточные воды в большом объеме длительное время. Нарушителями стали подрядные организации, работающие на территории месторождения. Десятки тысяч литров бытовых отходов образовали озеро. Пока ущерб, нанесенный природе, не считали, но очевидно, что он намного больше назначенных штрафов. Мы, в свою очередь, составляли определенные документы административные, и потом это все передавалось в прокуратуру. Прокуратура у нас тоже отработала, все это приняла в производство, и, соответственно, были наложены административные штрафы. Штрафные санкции применены к 4 подрядным организациям. Общая сумма составила 100 тысяч рублей. Это несоизмеримо ущербу, нанесенному природе. Штрафные санкции применены к юридическим и физическим лицам. Организации, осуществляющие свою деятельность, в которых было выявлено нарушение, они признали свою вину, выплатили административные штрафы и, соответственно, устранили данные нарушения путем обезвреживания, засыпания и выкачивания данных сточных вод. Добыча полезных ископаемых плюс экономики, минус окружающей среде. Предприятия недропользователи, развернув свою деятельность, часто забывают о сохранности природы и пренебрегают законодательством. И напомнить об этом могут надзорные органы. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В Нерюнгринском районе обсудили вопрос переселения граждан из аварийного жилья. Там, в одном из поселков, образовалась довольно серьезная ситуация по нарушению сроков ввода жилья из-за недобросовестного застройщика. Разбираются ли там с этой проблемой? Как раз для этого Южную Якутию посетил новый вице-премьер республики Кирилл Бычков. Первым делом он направился в Серебряный Бор на осмотр незавершенных объектов. Репортаж Александры Цибиковой. Потому что в стройке возникает ситуация постоянно. Но это вопрос застройщика сдать в сроки по той цене, которая была в контракте. О чем вы говорите? Осмотрев 5 многоквартирных домов, это номер 47, 49, 51, 53 и 59, было насчитано общим числом 20 человек, которые выполняли работу на незавершенных объектах застройщика «Созвездие». Понятно, что этой рабочей силы недостаточно, и строительная компания умышленно вводит в заблуждение правительство республики. Почему, если вы с таким отношением к бумаге подписаны муниципальному контракту, и вы ничего не обещали? Зачем вы подписываете контракт? Зачем вы вообще тогда идете? Напомним, строительная компания «Созвездие» должна была ввести дома в эксплуатацию еще в прошлом году. При этом застройщик получил почти 100% оплату по контракту, а это порядка 764 миллионов рублей. После осмотра незавершенных объектов заместитель председателя республики прибыл в районную администрацию, где прошло заседание по данному вопросу. Выслушав обе стороны, Кирилл Бычков высказался не только в адрес фирмы-застройщика, но и в адрес администрации городского поселения в связи с отсутствием контроля и бездействием в сложившейся ситуации. Так как в настоящее время для решения вопроса расселения оставшихся 502 граждан правительство вынуждено изыскать дополнительные средства для финансирования выкупа жилых помещений на вторичном рынке жилья.
Напрашивается вывод. Застройщик не в состоянии достроить и при этом отказывается передавать незавершенные объекты в муниципальную собственность, тем самым активно препятствуя завершению государственной программы и нанося существенный материальный ущерб. Для разрешения данной проблемы администрация поселения и компания-застройщик в ближайшую неделю должны прийти к общему соглашению. Основные наши требования компании, чтобы они нам хотя бы передали в счет погашения основного задолга по контракту и неисполнению контракта вот эти 5 домов незавершенного строительства. Если компания-застройщик «Созвездие» достроит вот эти 2 дома, это мы только рады. То есть мы, в принципе, только рады, потому что есть определенное количество людей в поселке Серебряный Бор, кто не хочет уезжать из Серебряного Бора. И мы только за то, чтобы, значит, у нас отток из поселка не было жителей. Мы, значит, обоими руками за это. Поэтому мы будем рады, если они выполнят свои очередные обещания. Систематически нарушая обговоренные сроки, компания-подрядчик обязалась выполнить условия контракта до конца текущего года. В случае передачи недостроенных объектов выполненная работа строительной компании будет оценена экспертами, и материальная разница будет истребована в соответствии с законодательством. Я сегодня дал поручение Министерству строительства республики, органам местного самоуправления разобраться окончательно с ситуацией до конца дня сегодня, выдать решение и в течение недельного срока закрепить документарно меры, по которым будет идти выравнивание этой ситуации. Как заверил Кирилл Бычков, в любом случае программа переселения будет завершена. Гражданам предоставят новое жилье, приобретенное на дополнительно выделенные средства в размере 200 миллионов рублей из бюджета республики. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В конце этой недели россияне отдохнут сразу 3 дня с 3 по 5 ноября в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Так как праздничный день выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник, 5 ноября. Влад, есть еще какие-то изменения в этот день? Вот как раз с этим связано то, что пенсии и иные социальные выплаты получат на 2 дня раньше. 3 ноября получить смогут жители Якутска, Нерюнгри, Ленска, Мирного и Алдана. Также досрочно 3 ноября получат пенсию жители населенных пунктов, чей график доставки установлен 5 числа. Для всех остальных пенсионеров Якутии пенсии и иные социальные выплаты в ноябре месяце будут выплачиваться по графику, то есть без изменений. В графике доставки пенсии через кредитные учреждения изменений нет. Ну а сегодня Всемирный день городов. 5 лет назад дату учредила Ассамблея ООН, чтобы привлечь внимание к урбанизации и развитию городов мира. На международную арену Якутск вышел в 1989 году. Тогда был подписан первый договор о побратимских отношениях. С какими городами сегодня тесно дружит столица Якутии, рассказывает наш корреспондент Саргалана Захарова. Над Московским сквером в Якутске вот уже 4 года возвышается железный столб. Каждый день люди проходят, но мало кто задумывался, на что он указывает. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что это за столб установлен на этом сквере? Моя Якутия? Столб. Нет, вон. Столб? Старый город? Нет, я не знаю. О, не знаю. Нет, к сожалению, не знаю. Столб? Столб. Ну, вроде бы к детям Азии. В 2014 году в самом сердце Якутска установили символ побратимских связей. Это столб высотой 4 с лишним метра. На нем установлены указатели с названиями городов, побратимов и расстоянием до них. А оглавляет монумент глобус, земной шар, на котором указаны также города-побратимы. Фэрбэнкс, Мураяма, Йеллоунайф, Чханвон, Харбин, Древняя Олимпия и Хэйхэ. В разные годы, начиная с советской эпохи, Якутск устанавливал тесные связи с другими городами. Именно на этих отношениях основывается дружба народов, говорят в мэрии. Стираются границы и стереотипы. Побратимские связи тесно связаны с гуманитарной связью. То есть работа в сфере образования, науки, работа в сфере обмена, культурного обмена, гуманитарный любой обмен. Например, с Древней Олимпией мы работаем с 2012 года. И за это время наши дети принимают участие в мероприятии зажжения Олимпийского огня. Трасса Аляска-Сибирь – яркий пример сотрудничества Америки с Россией во времена Великой Отечественной войны. Сегодня, благодаря связям с Фэрбэнксом на Аляске, об этой важной части истории говорят все чаще. Проходят памятные мероприятия. 3 года назад подлинные самолеты 40-х годов приземлились в аэропорту Якутска.
Побратимские связи – это общение между людьми, когда общаются муниципалитеты, люди, которые живут в городах, и они понимают, что не всегда внешняя политика, которая ведет их государство, является отражением той действительности, которая происходит в стране их оппоненте. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Пословица, знакомая всем с детства. Якутск не просто находит друзей, но и создает условия для развития деловых отношений. Предложение о сотрудничестве поступило от алмазной столицы Индии, города Суват. Сейчас стороны обговаривают детали договора. В случае одобрения на столбе городов-побратимов станет еще на одну табличку больше. Саргалана Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас короткая пауза, 40 секунд. Далее смотрите во второй части программы «Итоги дня». Кто виноват и что делать? Жители 203-го микрорайона Якутска боятся, что их детям не хватит мест в будущей школе. Новое здание там строят, но хотят его передать учреждению АИК ИГАТА. Есть ли выход из ситуации? Воры-скалолазы в Нерюнгринском районе пойдут под суд. Мужчины, в течение 2 лет совершавшие разные кражи с помощью скалолазного снаряжения. Символ города у всех на виду. В Ленске элемент герба установили в виде фигур в честь дня рождения города. И день сурдопереводчика. Как работают представители этой непростой, но полезной для общества профессии. Это «Якутия-24» в прямом эфире. Продолжение программы «Итоги дня» в студии Влад Давыдов и Юлия Великодная. Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении срока принятия решения по выдаче материнского капитала. Согласно поправкам, Пенсионный фонд должен будет рассмотреть заявление на выдачу маткапитала в течение 15 дней, а не месяца. В соответствии с этим различные организации, которые передают Пенсионному фонду России уточняющую информацию о родителях, должны будут отреагировать на запросы в течение 5 дней, а не 2 недель, как было ранее. Напомним, программа материнского капитала существует в нашей стране с 2007 года. Родители имеют право получить сертификат за рождение второго и последующих малышей. Жители 203-го микрорайона Якутска боятся, что их дети останутся без школы. Дело в том, что в микрорайоне строят образовательное учреждение, но здание собираются передать уже сейчас работающему, существующему в городе учреждению АИК ИГАТА. Чем это чревато? Это грозит тем, что, вероятно, мест для жителей района не хватит. Какое решение может принято, чтобы все стороны были довольны? В проблемной теме разбиралась Кристина Якупова. Новый застраивающийся микрорайон 203. На множество многоквартирных домов всего лишь одна школа, 33-я, и та находится в соседнем квартале. Сейчас на территории 203-го строят школу, в которую переедет уже существующее общеобразовательное учреждение. Проблема в том, хватит ли всем детям этого района мест в новой школе. Счастье было так близко. Школа на 550 мест с современным оборудованием и спортивной площадкой. Семья Аюшеевых купила квартиру в новом микрорайоне. Застройщик обещал, что рядом будут 2 новые школы. И проблем с устройством у них быть не должно. Мама 2 детей Дарина была уверена, ее дети будут учиться в новом здании. Но мы узнали в сентябре то, что здание, которое строится, оказывается, она будет отдана под национальную гимназию АИК ИГАТА. И мы возмущены том, что а куда пойдут мои дети? Это здание изначально строили специально для учащихся национальной школы АИК ИГАТА. Имеется даже пристрой в виде традиционного летнего жилища якутов – ураса. Теперь родители обучающихся опасаются, что из-за возмущения многих жильцов 203-го микрорайона долгожданную школу могут расформировать. Они ждали этого проекта 14 лет. Все это время у АИК ИГАТА не было собственного здания. Школа ютилась во дворце детства. Надо потерпеть 2 года. Власть все равно построит вторую школу. Мы даже поможем отстаиванию в строительстве. Мы сами заинтересованы, чтобы вот этого скандала все время не поднимался. Зачем надо было строить в одном квартале одну школу? Это было понятно, что вот так этот вопрос станет все-таки. Жители 203-го выступают против переезда целой школы в их квартал. Ведь спальный район рассчитан на небольшое количество людей. Улицы, переулки, детские площадки, а главное – парковки. Все это устроено под ограниченное пользование. Переезд же усложнит передвижение и транспорта, и пешеходов. Мы получили обращение граждан
в эти дни по поводу строительства АИК-ГАТА и нахождения его в 203 микрорайоне. И в эти дни будут совещания по этому вопросу и будут приниматься решения. До окончания строительства новой школы в 203 микрорайоне есть еще время внимательно выслушать обе стороны и найти решение с учетом законных интересов всех мнений. Кристина Якупова, Семен Семенов, Павел Пахомов, Якутск. Что касается погоды в Якутске, она пока радует ее жителей. Погода будет до конца недели сохранится тепло, и только к выходным столбик термометра опустится до -16. Вот как раз из-за такой благоприятной погоды работа паромной переправы на реке Лени в районе города Якутска продолжается. Перевозку ведут 3 паромных судна. Также на реке работают более 20 воздушных подушек по маршруту Якутск, Нижний Вестях и Якутск. Но работают они только в светлое время суток. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики. В зависимости от метеоусловий закрытие паромной переправы намечено на субботу, 3 ноября, отмечает Минтранс. В Нерюнгринском районе пойдет под суд организованная преступная группировка, которая с помощью скалолазного снаряжения совершила серию краж. 3 мужчин, освободившись из мест лишения свободы, объединились в организованную группу. С 2015 по 2017 год они украли ювелирное изделие и деньги на 4,5 миллиона рублей. Установлено, что мужчины осуществляли слежку за потерпевшими гражданами, устанавливали на входные двери их квартир маячки для определения времени отсутствия по месту жительства. В квартиры потерпевших проникали по лестницам и с помощью скалолазного снаряжения. В указанный период времени ими совершено хищение ювелирных изделий и денежных средств на сумму 4 миллиона 500 тысяч рублей. В одной из квартир ими обнаружено и похищено личные сбережения потерпевшей на сумму 2 миллиона рублей. Влад, что советуют правоохранительные органы, чтобы не стать жертвой преступления? Рекомендаций довольно много, в частности от правоохранительных органов. Вот что пишут и советуют: жителям устанавливать металлические массивные двери, а обезопасить себя от преступников, ворующих с помощью спуска с крыши, как в предыдущей нашей новости, можно, максимально обезопасив окна. В частности, пишут про решетки на окнах и установку сигнализации. Теперь перейдем к другим темам. Черный соболь, несущий в лапах чашу с алмазом – это элемент герба Ленска. Именно его копии в виде фигур появляются в эти дни на улицах города. Такой подарок для ленчан сделала администрация Ленска в юбилейный год. Увидеть новые достопримечательности города отправилась и наша съемочная группа. Символ Ленска. Соболь, держащий в лапах алмаз, появляется на улицах города. Это подарок жителям от мэрии в честь 275-летнего юбилея. Каждый населенный пункт стремится иметь свой герб, свой символ, который сложился исторически и характеризует данную территорию. Ленск не исключение. Черный соболь, изображенный на гербе, символизирует главное пушное богатство тайги и энергичное развитие города за счет освоения нефтяных и газовых месторождений. Алмаз на чаше в лапках зверька – это тот самый камень, благодаря которому поселок Мухтуя превратился в город Ленск. Благодаря установке фигур больше людей познакомится с историей своей родины, узнает о ее символике. Мне кажется, классно, что устанавливают такой памятник в городе Ленске. Дети будут фотографироваться, здесь будут собираться люди. Да и вообще это как бы символ Якутии. И поэтому, мне кажется, наоборот, это хорошо. Я поддерживаю. Уже там еще где-то там установили. Это все красиво смотрится. Тем более это символ как соболь. Это нашего района, как говорится, богатство. Подобная фигура появилась на кольце возле храма святителю Иннокентию, только более крупных размеров. Окончательно символ еще не установлен. Архитектор выясняет, в какую сторону лучше направить соболя, чтобы он хорошо просматривался и с улицы Ленина, и с улицы Каландарашвили. Не все работы планируют завершить до снега. У нас еще планируется по весне там благоустройство этого места, будет плитка там положена. Также организован вход, и при желании можно даже будет к нему подойти, сфотографироваться. Подсветка должна появиться у этих фигур.
А чтобы вандалы не испортили новые достопримечательности, администрация города установит видеонаблюдение возле фигур. Так в Ленске появится еще одно красивое место, где можно будет запечатлеть себя на память и поделиться фотографией с друзьями. В сегодняшнем современном информационном потоке это хороший повод сделать свой город более популярным. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня сурдопереводчики отмечают свой профессиональный праздник. Это непростая, но полезная для общества специальность. Предусматривает общение и перевод с языка жестов глухонемых людей на разговорный язык и наоборот. Сюжет нашего корреспондента Артура Габышева. Сурдопереводчик Оксана Кривогорницына начала осваивать тонкости сложного языка жестов еще в детстве. В дальнейшем окончила курсы в Москве и уже на протяжении 40 лет работает по специальности в Якутске. Обучаться можно всю жизнь, а обучаться на сурдопереводчика, конечно, сложно. Это надо все жесты знать, а этих жестов у нас около 3000 жестов. И алфавит, дактилология, это тоже надо наизусть знать. Как мы вот разговариваем, так нужно знать этот жест. На занятиях в этом техникуме-интернате сурдопереводчик необходим на каждом уроке. Без него студентам не понять того, что говорит преподаватель. Сурдопереводчики принимают участие и в других мероприятиях, где людям с нарушением слуха нужно получать необходимую информацию. Стоит отметить, что в Якутии было всего 2 выпуска. Техникум окончили 17 сурдопереводчиков, после чего обучение по данному направлению прекратилось. Причина – проблема с трудоустройством. Но вот парадокс. При этом в республике существует острая нехватка таких специалистов. Наши выпускники-сурдопереводчики, 2 поступили дальше учиться. Высшее учебное заведение на сурдопедагога в Москву, Санкт-Петербург. И 2 открыли свои ИП. Сурдопереводчики, в частности, да, востребованы во многих отраслях. Но вот, кстати, по республике даже сурдопереводчиков очень мало и не хватает. В городе Якутске, например, 4 только сурдопереводчика, таких дипломированных. И в Улусах тоже работают сурдопереводчики. А здесь, в техникуме-интернате, на сегодня работают 2 специалиста – сурдопедагог и сурдопереводчик. И студенты спешат поздравить с профессиональным праздником таких нужных для них людей. Я хочу сказать, сегодня праздник Всероссийского дня сурдопереводчика. Хочу всех поздравить, здоровья. Я очень благодарна им, что они нам переводят. Артур Габышев, Диустан Иннокентьев, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и всегда будьте в курсе.